творческим концертом, который подготовили воспитанники детской школы искусств, открылась встреча в Алданской городской детской библиотеке. Вечером здесь собрались не юные книгачеи, а люди, чье детство выпало на трагические военные и тяжелые послевоенные годы. Мы очень благодарны вот этой организации, что все-таки не забыли нас, помнят о нас, где приглашают. Встретили нас здесь очень хорошо. Сразу раздели, показали, где раздеться. Встреча получилась очень душевной и по-человечески теплой. Гости с каким-то щемящим чувством погружались в воспоминания о детстве и юности, о родителях и друзьях, делясь с присутствующими самым сокровенным. Ну, сегодня, конечно, очень приятно. Приятна встреча с, как сказать, с такими же людьми, которые пережили очень много, и сохранили в себе вот тот стержень, который был у них, вот, у нас после войны. Очень приятно было встретиться вот с этим, ну, с людьми нашего поколения. Вот просто отдыхаешь и наслаждаешься вот этим моментом. И думаю, что подрастающее поколение, оно возьмет вот это самое лучшее, должно взять, вот от нас, от детей войны, и, конечно, понесет, оно будет передавать дальше. И сегодня выступление детей – это просто, ну, как бальзам на душу. Валентину Власову знает не одно поколение алданцев. Порядка 30 лет она отработала врачом-отоларингологом. В Якутию Валентина Ивановна приехала, будучи взрослой. Окончив Якутский медицинский институт, по распределению была направлена в Алданскую центральную районную больницу. А детство и юность нашей собеседницы прошли на берегу одного из крупнейших озер – в городе Северобайкальске. Мы очень мало помним своих родителей. Постоянно они были на работе, они были заняты, а мы сами, можно сказать, предоставлены были сами себе. Ну, конечно, не просто мы гуляли там по улице, этого не было, конечно, этого не было. У каждого, у ребенка была своя обязанность по дому что-то делать. Мы были постарше, братишка был младший, ухаживать, приходила за ним, нянчить его. Тогда и детских яслей таких не было, чтобы можно было бы... Вот родители сдали его, и свободные. Старшие воспитывали младших. Так было. И не было у нас такого вот хулиганства, что-то. Мы и учились. Старшие в школе приходили, со школы занимались своими делами. То, что, ну, приказывали родители. Родителей приказ или как бы даже указание – это безоговорочно. Валентина Ивановна родилась в 1943 году. В семье она стала третьим ребенком, а всего родители вырастили 4 детей. Отец ушел на войну, по ранению был комиссован. Вернувшись домой, стал участником Трудового фронта. С измальства к труду приучались и дети. Трудно даже сказать. В 10 лет меня отдали нянькой, там у соседей были детки. А что делать? Летом приходилось, детского сада такого вот не было. Вот я занималась с детьми. Потом уже, как повзрослее, работала постоянно дома. У нас было свое хозяйство. Нужно было, конечно, в хозяйстве помогать. В колхозе, в школе уже мы летом постоянно, осень, весной, осень это все в колхоз. Собирали картофель, капусту, собирали, ну, сельскохозяйственные вот эти. Чуть-чуть я подросла уже в 9 классе. В 9 классе я уже ездила на сенокос. У меня литовка, я косила сено с отцом, со старшим братом. Работала на кирпичном заводе, летом работали мы. Помогали, у нас как бы бригада школьников была, и мы работали на погрузке угля. Приходил
в Нижнеангарске по Байкалу баржу привозила уголь для зимнего отопления. Углем топилось. И вот мы выгружали еще старые машины, вот эти деревянные борта, вот эти, не то что нынче там самосвалы, потом появились самосвалы, сваливали, а мы сами там с машины сбрасывали этот уголь. У каждого ребенка войны своя, неповторимая судьба. Но все эти судьбы неразрывно связаны с великой трагедией огромной страны. Валентина Сивцева выросла в Алдане, в доме, который ее папа строил своими руками. Родители мои приехали в Алдан в 1936 году из Омской области. Я была 5-м ребенком в семье. Мои родители работали в сельском хозяйстве. Мама дояркой простой, а папа, как сказать, конюхом, на конюшне он работал. Я родилась в 1944 году. Очень был тяжелый год, голодный год. Окончив после школы Якутский сельскохозяйственный техникум, наша собеседница по распределению поехала в оленеводческий колхоз поселка Учино. Затем получила высшее образование, вышла замуж и уехала к мужу в Алаиховский район. Спустя 10 лет вернулась в Алдан с семьей. Здесь до выхода на заслуженный отдых работала в райисполкоме в отделе ЗАГС. Сейчас, иногда вспоминая годы военного детства, Валентина Романовна порой не может понять, откуда брались силы. Братья мои старшие где-то могли, там подрабатывали деньги. Старший брат, окончив 4 класс, пошел учеником сапожника. Бесценной, по мнению Валентины Романовны, становилась поддержка, которую друг другу оказывали люди. Готовность помочь и поделиться последним являлась поистине животворящей. Эту точку зрения полностью разделяет Раиса Кузнецова. Раиса Семеновна родилась на Алтайском крае. В большом родительском доме всегда было оживленно и весело. Кроме Раи, у мамы и папы было 7 сыновей и дочерей. Когда война началась, мне было 4 года. Вот. И наша деревня от военкомата 15 километров была в районном центре. И вот приехали военные на лошадях. Вот забрать на войну, увезти 4 мужчин, в том числе моего папу. Сегодня Раиса Семеновна признается, что, будучи ребенком, многого она еще просто не осознавала. Однако пронизанные сильными эмоциями и чувствами моменты память сохранила накрепко. Смотрю, значит, бегаем дети, мамы, жены, все плачут. Просто было очень больно. А детки-то, конечно, бегали. И вдруг папа берет ведро с ограды. Обычно корову доят, а потом вымоют и повяжут, чтобы подсохло. Он ее берет и побежал куда-то. Тут военный ему сказал, с военкомата, который: «Вы куда?» «Я сейчас». А тут недалеко магазин. Он пришел в магазин, купил ведро печенья и принес сюда. И вот подходит к нам вот. Если девочка, он говорит: «Поднимай подол». Если мальчик, поднимай рубаху. И прямо горстями ложил всем. Он раздал всем. С уходом главы семьи на фронт большой дом опустел. Мама и дети верили, папа обязательно придет домой. И он вернулся. Однако на фронте получил серьезные ранения. И еще в памяти мне очень осталось, когда папу привезли загипсованным вот прямо полтуловища. А мама была в огороде. Я сразу побежала. «Мама, папу привезли». И когда она шла, как бы в горочку немножко, она просто падала. И когда подошли, я ее за руки потом повела и к папе. Она обняла его, потеряла сознание и упала. В Якутию Раиса Семеновна приехала в 1963 году вместе с супругом. В течение 7 лет она заведовала фельдшерско-акушерским пунктом в поселке Якакит. Затем занималась систематизацией и статистической обработкой учетных данных в Алданской ЦРБ. Позднее стала главной медицинской сестрой больницы.
В последние четверть века преподавала знания и опыт будущим медикам, студентам медицинского колледжа. Сидеть без дела, вспоминает Раиса Семеновна, ей всегда было сложно. А любовь к труду в ней взрастили родители. Я просто вот вспоминаю вот это все, и как мы голодали, как мама работала штурвальным, на комбайне убирали хлеб. А это Алтайский край, вы знаете, хлеборобный край. И вот она приносила нам вот такой кусочек хлеба. Ела ли она сама? Ну, может быть, конечно, чуть-чуть, может, ела. А это делила нам буквально вот по такому кусочку. Это что и было из хлебных изделий. Вот. Очень было тяжело, конечно. Гостей вечера бесспорно объединяют годы детства и юности, опаленные войной, омраченные лишениями и будто скованные тяжким трудом. Воспоминания детей войны будут собраны в книге, которая сейчас готовится к выходу в свет. Идея у нас возникла изначально, наверное, сохранить память о ветеранах. Было предложение создать какие-либо книги, либо брошюры, но потом, долго подумав, мы решили, что ветеранов у нас уже очень мало, а вот детей войны очень редко кто затрагивает. И поэтому было принято, что мы создадим брошюры, буклеты именно по детям войны. Идейными вдохновителями и ведущими проекта по сохранению памяти стали сотрудники городской детской библиотеки. Совместно с общественным деятелем Ниной Чернаковой они беседовали с земляками, записывали их воспоминания и подбирали фотографии. Работа у нас шла, я не знаю, для кого как долго, либо коротко, но мы практически 2 месяца старались. Мы собирали все по крупинкам. Каждая история этой жизни отложилась у нас в душах. Мы ревели, слезами обливались, когда читали их истории. Работа по сбору воспоминаний детей войны захватила творческую группу полностью. Каждая исповедь оставила неизгладимый след. Проект по сохранению памяти сотрудники детской библиотеки планируют продолжить. Да, конечно, хотелось бы продолжить это все и не оставлять их, потому что это настолько, правда, хорошие люди, прекрасные все. И их судьбы, правда, так проникают, поэтому мы в дальнейшем, наверное, будем планировать еще какое-либо наше действие. В ходе официальной части встречи общественные деятели, также являющиеся представителями поколения детей войны, вручили собравшимся юбилейные медали. А хозяева приготовили для гостей буклеты. Печатные издания, содержащие информацию о каждом госте, предваряют выход в свет памятного труда. Ожидается, что книгу ее герои смогут прочесть уже через несколько недель.